Ради. Все смотрели на принятие военного положения и отмечали не только достойные выступления, но и выступления недостойные, торг, оскорбления, попытки физического давления, давления на президента и так далее. И вы тогда сказали, что вы даже то, что предлагает президент, считаете недостаточно в связи с этой агрессией. Вот поясните, пожалуйста, вашу позицию, что бы вы предлагали? Возможно, ваши зрители помнят, я неоднократно в тех или иных передачах, в своих интервью говорил о том, что одной из слабостей нашего общества в том, что на протяжении уже 4,5 лет российской агрессии мы не можем мобилизовать все общество и, собственно, государственный аппарат, государственные органы на самую главную цель. Это противостояние российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. Введение военного положения я вижу некий инструмент, который позволяет как минимум мобилизовать органы государственной власти, специальные органы государства, которые призваны защищать страну. И в этой части я исходил из того, что введение военного положения возможно и необходимо на территории всей страны. Но не может быть так, что на юге или на востоке мы будем отбивать агрессию, в прямом смысле, то, что случилось позавчера с кораблями, или то, что каждый день происходит на линии соприкосновения, там, где формирование бандитских в Донецкой и Луганской областей. А в это время, скажем, на западной границе другая часть граждан Украины, исходя из тех или иных своих представлений о справедливости, допустим, создает заторы на дорогах или тому подобное. Необходима мобилизация государства. И поэтому военное положение, с моей точки зрения, один из инструментов.